Скажите, когда вам стало известно о том, что вот готовится такая фактически спецоперация для того, чтобы вас передали Турции, а потом Украине? Знали ли вы об этом до того момента, как к вам пришли? Можно сказать, что ничего мы не знали об этом. Но можно вспомнить, что были какие-то предпосылки. Если вы помните, во время того, как президент Турции встречался с Путиным, накануне наша диаспора в Анкаре передавала письмо. Я, кстати, об этом тоже узнал уже после того, как нас, если можно так говорить, освободили. У Эрдогана, видимо, был разговор с Путиным на эту тему, была какая-то договоренность, о которой, естественно, журналистам не говорили. И потом, через несколько дней, Эрдоган приехал в Киев, была встреча с Порошенко. Во встречах принимал участие Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа. И потом в средствах массовой информации просочилась одна фраза, что Эрдоган сказал: ждите результатов. Какие-то договоренности есть, ждите результатов. А какие договоренности, о чем речь шла, естественно, никакой другой информации не было. Потом 12 октября, это за 13 дней опять же, до того, как нас отправили в Анкару, 12 октября у меня были гости дома из Москвы, сотрудники ФСБ, которые рассказали о том, что есть договоренность между президентом Турции и президентом России о помиловании Ахтема Чигоза и Ильми Умерова. Остается лишь небольшая формальность, нужно написать прошение на имя Путина о помиловании. Я категорически отказался. Они пытались меня немножко шантажировать, примерно как в советские времена это выглядело. Вот смотрите, вас Чубаров и Джемилев кинули, вы будете находиться в тюрьмах и колониях, а они ездят по миру, шикуют, живут в Киеве, живут в дорогих отелях, пьют дорогой кофе. Более того, еще пытались меня обмануть, что Ахтем Чигоз уже написал соответствующее прошение. Сейчас его освободят, а вы будете сидеть. Но я все равно категорически отказался. И после этого других контактов у меня ни с какими спецслужбами просто не было. Поэтому я не знаю, есть ли указ о помиловании на самом деле или его нету. Ну, скорее всего, есть, потому что турецкая сторона бы иначе не приняла. Но никто меня с ним не ознакомил, никто мне никаких условий не ставил, могу ли я вернуться в Крым или остаться в Крыму, или не могу. То есть вообще никаких контактов больше не было, и никаких условий мне никто не ставил. Поэтому, когда утром 25 числа, а я находился уже 6-й день в больнице на стационарном лечении, у меня случился гипертонический криз, и чтобы не допустить там инсульта или инфаркта, меня положили в неврологию, у меня еще есть болезнь Паркинсона, она как основное идет. Поэтому при определении места госпитализации определили неврологию. Я находился в Бахчисарайской районной больнице в отделении неврологии 6-й день. И утром где-то 5 или 6 человек ввалились, можно сказать, ко мне в палату. Один из них представился представителем Федеральной службы исполнения наказаний, ФСИН, такая аббревиатура в России есть. Представился представителем ФСИН и сказал, что мне необходимо проехать с ними в офис в Симферополь, где они меня должны ознакомить с указом президента Путина о моей реабилитации. Я еще переспрашивал, почему термин употребляете реабилитация. Никто ничего не объяснял, просто сказали, что нужно проехать для того, чтобы выполнить какие-то формальности. А как они себя вели с вами? Вели Вежливо довольно или... корректно, им же надо было меня обмануть. Если бы они вели себя некорректно, то вытащить меня из больничной палаты
было довольно сложно. Если бы вы знали, что вас посадят на самолет в Россию, а потом в Турцию, вы бы согласились Я выйти бы из Салона? отказался. Я точно знаю, что я бы от этого отказался. Поэтому, когда они повезли еще 2 медицинских работника, со мной было в скорой помощи, стекла были матовые, то есть непрозрачные, я не мог ориентироваться, где мы едем. Единственное, через окошечко и через кабину водителя, через лобовое стекло, я немножко видел небо, деревья. Позже, когда уже ехали по Симферополю, там троллейбусные эти провода. И мне удалось как-то сориентироваться, что меня везут не в сторону, где находится их ФСИН. Я позвонил дочери, сказал, что меня куда-то везут. Они начали вместе с адвокатом Николаем Полозовым выяснять, куда же везут. И потом уже, когда подъезжали к аэропорту, я увидел кусочек стелы, верхнюю ее часть, узнал просто, который указывает на аэропорт, и сделал еще один звонок, сказав родственникам, дочери, о том, что меня привезли в аэропорт. В аэропорту подъехали, по гулу самолета можно было слышать, что мы очень близко к самолету подъехали. И еще час-полтора мы просидели в ожидании чего-то. Никто ничего не объяснял. И потом попросили пройти в салон самолета. Тоже для решения каких-то формальностей. У меня, честно говоря, возникла мысль такая, что, наверное, кто-то с турецкой стороны присутствует при этих всяких формальностях. И для того, чтобы не нарушить санкционные какие-то дела, они не выходят из салона, чтобы, не были в Крыму. Чтобы сообщение Крым-Турция не нарушило международные договоренности и правила. У меня такая мысль возникла, что турки сидят в салоне. Когда я поднялся, я увидел, что там десятка-полтора представителей каких-то спецслужб, и Ахтем Чийгоз уже сидит в салоне. То есть его раньше подняли. Сразу возникла мысль, что, наверное, куда-то в Россию сейчас отправят, потому что я отказался от помилования, то есть я не согласился на вариант, о котором договаривались президенты. А приговор к тому времени уже вступил в законную силу, потому что я отказался от апелляции. И поэтому у меня мысль возникла, что вытащили из больницы для того, чтобы отправить в какую-то колонию, то ли в Сибирь, то ли в какие-то другие регионы. Тем более, когда эти 2 представителя приходили, они, угрожая, говорили, что в Харт попадешь. Это Ямало-Ненецкий округ. По сути, вы несколько часов находились в просто- неизвестности, не понимали, что происходит. У вас хотя бы спрашивали, как вы себя чувствуете? Насчет, как вы себя чувствуете, спрашивали. Постоянно рядом находился врач, который каждые полчаса измерял давление, пытался сунуть мне какие-нибудь таблетки, но у меня всегда есть с собой таблетница, и на сутки препараты, которые я принимаю постоянно, я ношу с собой, но только на одни сутки. То есть у меня на сутки лекарств своих было достаточно. Поэтому то, что они предлагали, я ничего не принимал. Когда вам сказали, или вы как-то поняли, что происходит? Когда вот эта неизвестность, она все-таки исчезла, и вы стали понимать, Когда что поднялся в самолет и увидел, что сзади сидит Ахтем Чийгоз, я попытался подойти поздороваться, но меня немножко грубовато даже остановили. Сказали, не смотри в ту сторону, не дергайся, не делай попыток, иначе, несмотря на ваш возраст, положим лицом на пол. То есть такие шипения с их стороны тоже происходили.
Ну, через некоторое время, когда я попросился в туалет и проходил мимо Ахтема, ну, по-крымско-татарски сказал «Селям алейкум, достом», ну, «Здравствуй, друг». И это шипение еще раз повторилось, что вы сейчас совершили очень грубое нарушение, только из-за вашего возраста, из-за вашего состояния здоровья мы не применяем к вам силу, не вздумайте еще раз повторить. Ну, вот такое происходило. Потом самолет поднялся в воздух и приземлился в Анапе. Там, видимо, была дозаправка, и полетели куда-то дальше. Ну, естественно, раз мы уже на Кавказе оказались, мысль, что повезут дальше, брала верх. Ну, когда мы полетели над морем и появилась суша под самолетом, и появились населенные пункты, в которых красные крыши и турецкой архитектуры мечети, я уже понял, что нас везут в Турцию. Как бы понял, что не в колонию везут, а таким образом освобождают. Вы почувствовали облегчение? Или какие эмоции у вас? Честно говоря, облегчения я не почувствовал. И до сих пор у меня двоякое отношение ко всему, что происходит. Потому что если Ахтем Чийгоз был освобожден реально из тюрьмы, из следственного изолятора, в котором он просидел почти 3 года, я 1,5 года своего уголовного дела провел дома под подпиской о невыезде. То есть меня вытащили, пусть из больничной палаты, но все-таки из дому, а его вытащили из тюрьмы. Поэтому у нас немножко разные отношения. Я не могу привыкнуть к тому, что может так случиться, что я не буду допущен в Крым физически. Я во всех интервью, которые в эти дни раздаю, говорю о том, что я хочу вернуться в Крым, и сейчас вам тоже хочу это сказать. Ну, у меня есть возможность немножко заняться своим здоровьем, потому что есть приглашение Ангелы Меркель на обследование и лечение в Германии. Я, скорее всего, этим предложением воспользуюсь, а потом, когда вернусь в Германию, обязательно поеду домой. Ильмир Агам, скажите, вот сейчас, уже находясь с Мустафой Ага, да, общаясь с украинскими политиками, в Анкаре вы общались даже с президентом Эрдоганом, вы встречались. Вам удалось узнать подробности, а как президенты договорились и почему было принято такое решение? То есть что, может быть, пообещал или чем пригрозил Эрдоган Путину? Ну, если сказать правду, то об этом, в общем-то, речи не было. Зачем узнавать подробности тех дел, которые еще не завершены? Ведь тем, что освободили 2 особы или 2 человека, какие бы они знаковые не были, ну, 2 зампредседателя Меджлиса освободили, это все-таки маленький эпизод. Еще более 40 человек находятся в заложниках в Российской Федерации только из Крыма. Еще 1,5 десятка людей, которые похищены, в отношении них возбуждены уголовные дела по факту похищения, но нет никаких результатов, мы не знаем, где они находятся. Кроме этого, еще не возвращен Крым, не освобождены Донецк и Луганск, поэтому говорить о подробностях каких-то спецопераций, наверное, не следует. Мне некоторое время назад понравилось выражение министра иностранных дел Украины Климкина, когда он сказал, что об освобождении заложников надо говорить на 2-й день после освобождения. До освобождения об этом говорить не следует. Поэтому какие-то дипломатические нюансы, какие-то подробности договоренности мы, честно говоря, даже и не расспрашивали. Мы просто обозначили перед президентом Турции свою благодарность и попросили продолжать заниматься этими вопросами. В первую очередь, вот эти 40 с лишним человек, которые считаются политическими узниками или заложниками Российской Федерации,
И как приоритет среди них, ну, мы посчитали с Ахтемом, что необходимо как приоритет обозначить Олега Сенцова. Это тоже было принято. Ну, больше мы ни о чем не говорили, и больше мы его не заставляли раскрывать какие-то стороны в этих сложных переплетениях. Ну и освобождением вы называете весь этот комплекс вопросов. Это все заложники, все политические заключенные, ваше возвращение в Крым, И самое главное — возвращение Крыма. Ильмега, я должна уточнить, потому что есть такой слух, есть такая версия, что вас и Ахтема Чийгоза, ну, как говорят, обменяли, да, и я понимаю ваше отношение к этому слову, и вот говорят, что обменяли на бывшего офицера российской армии, который воевал за ИГИЛ, да, и что якобы вот турецкая сторона отдала российской стороне этого человека, российского шпиона даже его называют, а российская сторона таким образом освободила Ахтема Чийгоза, ну и, как они считают, вас освободили. Вот и имеет ли такая версия вообще какие-то, по вашему мнению, какие-то вот действительно факты? Видели ли вы каких-то людей в самолете или что-то слышали об этом? Ну, не видел никаких людей, ничего об этом не знаю. И более того, я еще раз хочу сказать о том, что я никого не просил меня освобождать. Свой срок 2 года колонии я как-нибудь бы выдержал. В вашей силе духа, да, конечно, это можно только восторгаться этому, потому что все, что вы рассказываете, это все, что вот происходило, как это происходило, это ужасно, это, ну, пусть это будет на совести, конечно, людей, которые все это делали. Скажите, после того, как это все случилось, да, в СМИ, российских СМИ появилась информация, что якобы родные ваши, да, просили помощи у крымского муфтията, да, и что вот муфтий Крыма, он попросил Путина, и благодаря этому вот свершилось то, что свершилось. Об этом тоже я узнал уже потом, что якобы муфтий просил Путина. Но я думаю, что если он даже и просил, то он просил это не по просьбе моих родственников, потому что таких просьб не было на самом деле, а просил по просьбе ФСБшников, которые подготовили ему какое-то письмо, и он его подписал. Вот это может быть. А что мои родственники без моего ведома куда-то обратились, этого не было. Стремительно мы приближаемся к 4-й годовщине оккупации Крыма, да, и вы, конечно же, были все это время, в эти первые дни, в эти первые недели, да, вы жили при аннексии со своим народом, и в итоге вы стали политзаключенным. Вот когда российские войска, тогда еще их называли «зелеными человечками», появились в Крыму, и Рифат Ага, и во многих интервью другие члены Меджлиса говорили о том, что, конечно же, были какие-то переговоры, разговоры, была еще непонятная ситуация, да, и был разговор о том, что вот должны быть квоты, что 30% крымским татарам во всех ветвях власти должно принадлежать, да, вот даже вот такие конкретные вопросы обсуждались, да, но договориться, как мы понимаем, конечно же, не удалось, и Меджлис стал оппозиционным и даже запрещенной организацией в Крыму. Да, возникло дело 26 февраля. Вот как вы можете прокомментировать это все? Почему не удалось найти как-то согласие? Если российская сторона пыталась через Константинова, через Аксенова идти на какие-то переговоры, окей, что-то предлагать, какие-то даже бумаги вот расписывать, эти квоты обсуждать, да, и даже в итоге были делегированы 2 представителя от Меджлиса в российскую власть в Крым в 2014 году. Вот почему все-таки в результате Меджлис стал даже запрещенной организацией на территории Крыма и на территории России? Ну, если это вспомнить в хронологическом порядке, то решение, о котором вы говорите, 30%, ну на самом деле там 20% было оговорено, квоты в исполнительных структурах, признание Меджлиса и еще некоторые пункты,
Это был документ, который был принят 11 марта, то есть до референдума. Это была еще автономная республика Крым, Украина. И у нас было и юридическое право, и моральное право договариваться с этим парламентом, даже при том, что были уже зеленые человечки, и были приняты некоторые решения, был назначен референдум и так далее. То есть попытка сосуществовать, попытка сотрудничать, попытка влиять на ситуацию, как бы влиять на ситуацию изнутри, нами была предпринята. Ну, после того, как они, я буду так говорить, провели так называемый референдум под дулами автоматов, под прикрытием зеленых человечков и на фоне захваченных административных зданий, на фоне того, что улицы, площади, избирательные участки патрулировали вооруженные люди, на улицах и на дорогах можно было в любое время дня и ночи увидеть колонны военных автомобилей, танков, БТРов. Я не был в аэропортах в те дни, но, наверное, в аэропортах было какое-то оживление тоже. На этом фоне произошел так называемый референдум, и на второй день провозглашения какой-то независимой республики, и на третий день, то есть 18 марта, в Государственной Думе Российской Федерации произошло подписание о так называемом присоединении Крыма и Севастополя к Российской Федерации, как новых субъектов. После этого у нас уже во взаимоотношениях, вот о том документе, который вы упомянули, больше не вспоминали. То есть после того, как провозгласили Республику Крым и присоединили ее к Российской Федерации, больше о правах, проблемах крымских татар не вспоминали. Через некоторое время был подписан указ президента Путина о реабилитации крымско-татарского народа, который, кроме того, что содержит это слово, больше никаким содержанием не был наполнен. Это коротенький указ. Его придумали специально для того, чтобы о нем говорить. Вот смотрите, Украина в течение 23 лет этим не занималась, политические вопросы не решала, а эти пришли и сразу решили. Потом ведь реально был довольно длительный так называемый переходный период. Вся жизнедеятельность в Крыму продолжалась по законам Украины, по правилам, которые соответствуют только законам Украины. И только через несколько месяцев, через 4-5 месяцев начали говорить о том, что переходный период надо продлить. Даже Аксенов и Константинов обращались к Путину и Медведеву с просьбой продлить переходный период на 2015 год, однако получили категорический отказ, и переходный период закончился 1 января 2015 года. Вот я, например, в то время работал главой района. Первое время мне казалось, что полезнее находиться внутри, продолжать исполнять обязанности главы района. И первое время это в какой-то степени получалось, используя свое влияние, свой авторитет. Я от некоторых вещей оберегал, если не весь район, то, по крайней мере, его крымско-татарскую часть. Я категорически выступил против присоединения, против проведения референдума. И несколько участков, где компактно проживают крымские татары, во время этого референдума несколько избирательных участков не открылось, но самое главное, я делал политические заявления, оставаясь в роли чиновника. Но когда было принято решение о проведении в сентябре выборов в местные советы, я как бы окончательно решил для себя прекратить деятельность руководителя района. И в начале августа сам сложил с себя полномочия. У меня в трудовой книжке стоит печать украинская.
и написано «Слагаю полномочия такого-то, такого-то числа». И поставил украинскую печать. Это была последний штампик, это был последний штампик с этой печати. То есть, по сути, как я понимаю из ваших слов, то вы не считаете, что вы работали там при оккупационной власти. Вы продолжали свою Этот работу. период тоже был борьбой. То есть это необходимо было сделать. И сейчас бы вы также поступили? Ну, если бы я тогда предполагал, что это затянется на 3 года и больше, наверное, я бы сразу в самом начале сложил полномочия. Но тогда действительно все было очень сложно, и очень много вещей было непонятно. Иногда казалось, что Обама сейчас пригрозит Путину пальчиком, и все вернется на свои места, а неделя за неделей шли. Просто я, зная самого себя, зная все свои действия, точно знаю, что за эти почти 4 месяца, которые я отработал после аннексии, я не предал ни Украину, ни свой народ, ни самого себя. Ильмиага, по поводу вот Ленуры Ислямова и Заура Смирнова, которые пошли в исполнительную власть. Как вы думаете, спустя вот столько времени, стоило ли это делать или нет? Мы знаем, что Заур Смирнов, он там и остался, да, что Ленур Ислямов, он вышел из власти. Но вот нужно ли было идти на такой шаг? Ну, с позиции сегодняшнего дня я могу сказать однозначно нет. Не надо было этого делать, но в то время у нас были немножко другие ощущения, немножко другие мысли, и которые я уже, говоря о себе, как бы уже рассказывал о них. Из этих же самых соображений Меджлис большинством голосов делегировал во власть, в новую уже власть, 2 своих представителя. Это было не признанием, а продолжением борьбы. Просто на тот момент мы так чувствовали ситуацию, что, внедрив туда 2 своих представителей, мы будем на что-то влиять. Но если вы знаете, Ленур проработал всего 28 дней и был уволен, а Заур превратился в коллаборациониста, в предателя и уволен через 3 года. Говорят, ну, разные, конечно, мнения есть о том, что вот, возможно, с того момента, когда были очень сложные мнения и разные мнения насчет того, стоит ли делегировать своих представителей в новую власть, что в Меджлисе случился какой-то раскол. Вот что вы скажете, был ли тогда раскол, есть ли он сейчас, какова атмосфера, какова ситуация? Ну, сказать, что в Меджлисе раскол, это не совсем правильно. Меджлис – это достаточно демократическая структура, в которой каждый имеет право высказывать свое собственное мнение и придерживаться собственных убеждений, в том числе политических убеждений. В Меджлисе нет партийной какой-то структуры, это выборный представительный орган. И люди, которые в результате определенных процедур становятся членами Меджлиса, совершенно свободны в своих измышлениях. Если на тот момент вот те чувства, о которых я говорил, взяли верх и большинство проголосовало, это и есть решение Меджлиса. Ошибочное, но все-таки решение Меджлиса. Ошибочное, я говорю, с позиции сегодняшнего дня. В то время я и сам голосовал. Ситуация с Меджлисом в Киеве, да, и сейчас вы, наверное, больше ее чувствуете, больше ее понимаете, и ситуация с Меджлисом в Крыму. Организация под запретом, но вы все же понимали, что вам все крымские татары вас уважают, любят, доверяют вам, вы поддерживаете там друг друга. Есть ли разница между главой Меджлиса в Киеве, например, да, и вами как Ильми Умеровым в Крыму? Вот есть ли разочарование у крымских татар, которые живут в Крыму сегодня, тем, что происходит в Киеве? Может быть, какие-то решения не так быстро принимаются? Или все-таки это все, знаете, как один орган и существует? Ну, потому что разные реальности здесь, понятное дело, да, и в Крыму, и это ощущается по-разному. Разные реальности, разные риски. Если в Украине можно себя чувствовать достаточно свободно, в Крыму очень опасно. Там за слово, за мнение
могут возбудить уголовные дела и организовать мощные такие преследования. Но тем не менее Меджлис у нас, несмотря на запрет, фактически существует. Просто у нас немножко изменились формы его деятельности. Мы делегировали полномочия председателю Меджлиса на случай, если появится экстремальная ситуация и Меджлис невозможно будет собрать для принятия решений. То есть мы делегировали право единолично принимать решения Рифату Чубарову. Ну, сейчас я сам здесь нахожусь, а до этого мы общаемся примерно так же, как и раньше, когда по телефону, когда по скайпу. При необходимости мы собираемся в Крыму, у кого-то дома, обсуждаем какие-то вопросы, делегируем тем, кто еще находится не под подпиской, делегируем их в Киев, чтобы воочию встретились с нашими лидерами и, как говорится, сверили часы. Все это происходит, несмотря на то, что на территории Крыма де-факто российская власть, Меджлис как бы считается запрещенным. Ильмега, а скажите, пожалуйста, вот Хизбут Тахрир – это такое страшное слово, которым запугали россиян, да, и деятельность этой организации в Крыму теперь тоже запрещена, потому что российская власть это контролирует. И очень много политических заключенных, как раз тех людей, которых российская власть в Крыму обвиняет в том, что они участвуют в Хизбут Тахрир. Скажите, вот изменились ли отношения Меджлиса к представителям Хизбут Тахрир? Есть ли действительно какая-то деятельность этих представителей сегодня в Крыму? Ну, на самом деле, конечно, это организация-страшилка, в отношении которой в Российской Федерации есть решение, запрещающее ее деятельность. И никакой террористической деятельности, никакой экстремистской деятельности в действиях этих людей мы никогда не замечали. Если даже были какие-то разногласия между отдельными представителями, которые называли себя хизбут-тахрировцами, до аннексии возникали, то это были как бы внутренние наши крымско-татарские вопросы. Если человек отождествлял себя с партией Исламского Возрождения или Хизбут Тахрир, в Украине это было не запрещено. И никто никаким гонениям не подвергался. И теперь, оккупировав территорию, аннексировав эту территорию, на эту территорию распространили де-факто, реально распространили российское законодательство, и Хизбут Тахрир стала запрещенной организацией. Первая волна исхода из Крыма после аннексии была именно этими людьми осуществлена. Эти люди первыми уехали, а те, которые сейчас в Крыму находятся, это просто обычные верующие люди. Может быть, некоторые из них поддерживают какие-то контакты с теми, кто уже уехал. Но я точно знаю, я знаю из них некоторых лично, те, которые находятся в следственных изоляторах, привлечены к уголовной ответственности, как террористы, как экстремисты, как хизбут-тахрировцы. Это обычные люди, почти все они соблюдающие мусульмане, но в первую очередь это крымские татары, это репрессии в отношении крымских татар по признаку или являющиеся мусульманами. Цель – запугать всех остальных, чтобы не было в Крыму нелояльных. Ваши первые шаги, да, как зампреда Меджлиса, крымско-татарского народа, вот сейчас. Я полагаю, что после лечения, после того, как вы пройдете обследование, лечение в Германии, то вот, хотя у меня такое ощущение, что вы в этой работе, конечно, каждую минуту и постоянно,
Ну вот ваши шаги сейчас. Вы как-то пересмотрели свою деятельность или свою тактику, возможно? Еще пока не пересмотрел. Я надеюсь, что мне не придется ее пересматривать, потому что я на самом деле хочу после Германии уехать в Крым. Если у меня получится, и я буду жить у себя дома в Бахчисарае, то и деятельность у меня будет прежняя. Если же меня не допустят, ну, потом я соберусь с мыслями и подумаю, чем заниматься в Киеве. Я думаю, что какая-то ниша, какой-то объем работы для меня найдется. Даже сейчас в Киеве, и вы были в Турции, в Киеве, сейчас вы будете в Германии, у вас возможность общаться, как я полагаю, с депутатами, может, с европарламентариями, да, с людьми из Европы, которым вы можете донести и рассказать даже вот свою историю. В вашей истории заложена история всего крымско-татарского народа, безусловно. Рассматриваете ли вы это как вот такой момент, может быть, влияния или распространения информации о крымских татарах и о ситуации в Крыму сегодня? Ну, если так случится, что я буду находиться постоянно в Киеве, скорее всего, я именно этим и буду заниматься. У меня почти 20 лет стажа госслужбы. У меня первый ранг госслужащего Украины. Поэтому, наверное, достаточно опыта и влияния, чтобы работать и с депутатами, и с членами правительства, работать над какими-то документами. Найду я себе применение. Вот ваша деятельность в Крыму, рядом с вашим народом, рядом со всеми вашими близкими, если можно рассказать, а что это, да, а как это выглядит для слушателей, для зрителей, которые, может быть, не совсем понимают это. Если в этом нет секрета, то я бы попросила вас поделиться этим. Это обычная жизнь человека, который любит свою родину. Никаких секретов в этом нет. Я веду обычный образ жизни. Я очень люблю свою семью, своих детей и внуков. Хочу находиться рядом с ними. Ну и, соответственно, я очень люблю свою родину и свой крымско-татарский народ, ради которого я готов на все. Спасибо вам за это интервью. И я вам, конечно же, желаю, чтобы вы провели время в Германии, поправили свое здоровье и вернулись к себе домой, к своим родным и близким. Есть, конечно, у нас слабые моменты, но они все объяснимы. Вот вы же спрашивали, Меджлис продолжал работать, сотрудничать уже с новой властью, давали кандидатуры. Я сам 4 месяца продолжал работать. Но это было вовсе не от того, что мы хотели приспособиться, а это было от того, что мы хотели влиять на ситуацию. Вопрос, сколько это протянется, задавали во все времена. И вот примерно в тот период, когда я продолжал работать главой района, уже при оккупационной власти, я говорил, ну, годик протянется, и все вернется на свои места. Больше они не протянут. Но они уже 3,5 года протянули и еще не собираются. Но надо сделать, чтобы они собрались. А Украине надо понять, что нужно бороться, я сейчас циничную вещь скажу, не за народ, не за людей, а за территорию. Нужно за целостность страны бороться. А уже на той территории, кто живет, пусть каждый сам принимает решение. После того, что произошло, готов он оставаться в Украине или не готов? У кого руки в крови, тем тюрьма. Те, которые были явными коллаборационистами, но без крови, им какие-то ограничения прав на какой-то период. Остальным амнистия.